Здравствуйте. Если вот в эти дни поинтересоваться у депутата любого уровня представительного или законодательного органа власти нашей республики, что самое главное, самое важное именно в эти дни, то он, конечно же, скажет: проект бюджета на будущий год. Ну, возможно, что шкурный интерес этого депутата или группы депутатов будет маскироваться какими-то политическими лозунгами, призывами и так далее, но суть всегда останется одна и та же: как разделить деньги, которых всегда не хватает. И вот каково же было мое удивление, когда на такой же вопрос депутат Илтумена Эрнст Березкин ответил совершенно неожиданным для меня образом. Каким именно, мы узнаем с вами сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Начну с авиационного происшествия. Вчера поздно вечером в аэропорту города Мирного совершил аварийную посадку самолет Ту-154. Он совершал рейс из Москвы. Из-за технической неисправности экипаж был вынужден выключить один из двигателей. На момент посадки на борту самолета находилось 22 человека. Такие неприятности, к сожалению, не из ряда вон выходящие в нашей практике. Да, но такие происшествия нередко заканчиваются трагически. Ну да, вот в данном случае, правда, не из этого числа, вот то происшествие, о котором ты рассказал, но хотя бы потому, что по всем летным, так сказать, наставлениям и инструкциям, полет Ту-154 на двух двигателях, в общем-то, это нормальное явление. Ну, разве что только экономические показатели ухудшаются. Даже если это и так, то пассажирам от этого вряд ли легче. Все же куда спокойнее, когда все идет как обычно. Ну а на очереди два сообщения более спокойных. Сегодня в Якутске прошла учредительная конференция регионального отделения Объединенной общероссийской партии «Справедливая Россия». Добавлю, что руководителем регионального отделения был избран Федот Тумусов. Ну и, пожалуй, еще, наверное, нужно сказать, что «Справедливая Россия», вернее, региональное отделение, будет одним из самых многочисленных в нашей республике. Что неудивительно, ведь в ее активе такая многочисленная часть населения, как пенсионеры. И самая активная. Несмотря на это, региональное отделение пенсионеров не представлено в Ултумене. А это значит, что ее представители не попали на встречу с действующим главой республики. Всего таких встреч сегодня прошло 5 по количеству парламентских фракций. А всего в республике зарегистрированы отделения 17 общероссийских политических партий. Ну, не лишним будет добавить, что встречи эти состоялись в связи с тем, что депутатам Илтумена завтра нужно будет рассматривать представление президента Путина о наделении полномочиями президента республики нашей на второй срок Вячеслава Штырова. Ну а здесь следует напомнить, что срок нынешних полномочий истекает 26 января будущего года. Да, но вот самое интересное, наверное, сейчас даже не это обстоятельство, а то, что ведь перед вновь избранным президентом должны будут сложить свои полномочия действующий министр. Представляете, как это интересно сейчас? А представляете, как это интересно членам правительства? И о других новостях. 5 декабря 2006 года администратор сети ЕКТ.ру зафиксировал 50-миллионного посетителя с начала года. В масштабах страны это не столь заметное событие, однако если сопоставить посещаемость с малым количеством жителей нашей республики, то вряд ли какой-нибудь еще интернет-ресурс России может сравниться с ЕКТ.ру по популярности. Ну а сама сеть, надо, наверное, напомнить, развивается с 99 года. Но в то время пользовались ее ресурсами несколько сот человек в день. А сейчас посещаемость доходит до 50, а то и 60 тысяч человек. Да, конечно, и тем более, что вот если продолжить эти цифры, характеризующие работу сети, то ведь вот ты упомянул, 50-60 тысяч человек заходят в эту сеть, а число запросов, которые они посылают, там превышает уже 1 миллион. Такая нагрузка просто не укладывается в голове. А завтра этих обращений может быть еще больше, так как 7 декабря начинается прием заявок на конкурс «Якутянин» 2006 года. Он проводится в первый раз. Его организаторами выступили как сама компания «Саха Интернет», так и правительственные средства массовой информации. Конкурс пройдет по 9 номинациям: бизнес, государственное управление, здравоохранение, искусство, литература, муниципальное управление, наука, образование и сельское хозяйство. Выдвижение претендентов до 20 декабря 2006 года. В ближайшие дни депутаты Илтумена приступят ко второму чтению проекта бюджета Якутии на будущий год. И понятен мой интерес, наверное, в связи с этим бывшему экс-министру финансов Эрнсту Березкину, каким он видит этот документ и, собственно говоря, более даже интересно его расходы. И совершенно неожиданно для себя я услышал признание депутата о том, что он готов предложить своим коллегам пересмотреть то, каким образом государственные средства массовой информации получают деньги на свое существование. По сути дела, депутат предлагает, чтобы с будущего года государственные СМИ получали бюджетные деньги на основе конкурса. Аналогично тому, как сейчас проводятся такие же вот конкурсы на получение государственных заказов всевозможных.
Я знаю, что правительство собирается там сократить финансирование газеты «Илтумен» парламентской, а в то же время вот такие газеты, как «Якутия», там, «Саха-Сире», которые фактически ведут непонятную политику в отношении акционерной компании «Алроса», плюс дезориентируют население, почему-то должны получать государственное финансирование. Пора давно переходить к достаточно жестким рыночным условиям. Газеты, которые получают государственное финансирование, должны их получать в том числе на конкурсной основе и на выполнение основных задач, на освещение работы государственных органов власти, публиковать законы, принятые решения. В принципе, это может публиковать любая газета. «Наше время», «Якутск вечерний», другие средства массовой информации, которые по достаточно разумной цене и в разумные оперативные сроки готовы выполнять эти функции. Но так финансировать издание, которое работает однобоко и, как говорится, фактически не является популярными у нас в республике, это, наверное, все-таки бессмысленная трата средств бюджета республики. На финансирование содержания государственных средств массовой информации депутат Березкин обратил внимание после того, как ему бросилось буквально в глаза то, что публикации в государственных этих газетах, правительственных газетах компании «Алроса» носят исключительно негативный характер. Абсолютно все. У меня даже был недавно случай, когда в Москве проходило мероприятие, в котором акционерная компания «Алроса» выступала соорганизатором с такими людьми, уважаемыми, как Ирина Константиновна Роднина, наша олимпийская чемпионка, Лео Бакерия, заслуженный врач, член Общественной палаты. Проходила спартакиада детей-инвалидов и с ограниченными возможностями, слабослышащие, глухонемые, дети с церебральным параличом. 40 регионов принимало участие, и не только «Алроса» давала деньги, многие предприятия. Но самое главное, что принимали участие дети из Якутии. 20 детей приехали, смогли приехать, выступили прекрасно. Мало того, что это для них хорошее, все-таки они смогли, поддержка, они смогли участие принять на таких общероссийских соревнованиях. Причем там были отдельные дети, которые вообще прекрасно выступили. Один парень из республики занял первые места по бегу, прыжкам, в теннисе отличился. Я сам лично попросил даже поспредства Якутии приехать на это мероприятие, чтобы засняли, посмотрели, как наши якутские ребята выступают. Получили отказ. Отказ мотивирован, абсолютно ничем не мотивированный. То есть получается, что рассказывать о том, что компания плохо работает, что у нее какие-то есть проблемы, причем 90% информации, которая идет, явно идет со стороны, которая абсолютно не осведомлена о работе компании, приводятся цифры, интерпретируются в негативной плоскости. Более того, была даже ситуация где-то 2 недели назад, когда руководитель нашей пресс-службы был вынужден обратиться к руководителю пресс-службы правительства, к Иванову Джилустану с просьбой сказать, кто автор статьи. Нам было отвечено о том, что это аноним. Представляете, уже правительственные газеты публикуют анонимные публикации, не проверяя данные и отказываясь даже признавать, кто стоит реальный автор за этими публикациями. Что за публикации? Были публикации, связанные с экономическим положением компании. Признаюсь, поначалу предложения депутата Березкина показались мне совершенно нежизненными, надуманными. Но потом я вспомнил, а ведь по сути дела телерадиокомпания «Столица», которую вы сейчас смотрите, работает именно в таких условиях. То есть из мэрии она получает деньги не напрямую, так как это положено, отдали и все, что с ними хотите, то и делаете. Ничего подобного. Проводится конкурс, а потом уже, собственно говоря, эти деньги выделяются. И причем каждый месяц, насколько я знаю, телерадиокомпания обязана перед мэрией отчитываться, какая этих денег действительно освоена на муниципальный заказ, рассказывала о муниципальных событиях, а какое время было потрачено на какие-то другие темы. Это ведь, по сути дела, еще и лишний контроль со стороны работодателя, скажем так, наверное, за тем, как работает его средство массовой информации, с тем, чтобы эта работа была действительно эффективной. А то ведь, я так предполагаю, может быть и такая вещь,
злоупотребления, когда бюджетом оплачено эфирное время, а потом администрация телерадиокомпании еще и продается на коммерческой основе. Наверное, что-то в этом не так. На сегодня все. До завтра.